Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Пользуясь случаем, поздравляю всех мусульман с наступлением священного месяца Рамадан. В этот благословенный месяц был ниспослан Коран как руководство и наставление для всех верующих. И в этом месяце закрыта ночь предопределения, Ляйлятуль Кадр, которая считается лучше, чем 1000 месяцев поклонения. И говоря о посте в священный месяц Рамадан, мы все знаем, что это является одним из 5 столпов ислама и является обязательным поклонением. И все верующие должны беспрекословно, без сомнений, без каких-либо вопросов выполнять все предписания Всевышнего, поскольку наш Создатель лучше знает, что для нас является благом. Но, конечно же, нужно отметить, что когда человек понимает суть этого поклонения, понимает его цели и знает о его пользе, это повышает качество поклонения, и человек с радостью будет выполнять эти предписания. Поэтому в этом видео я постараюсь остановиться на главных моментах. И первое, конечно же, это пост влияет на духовный рост человека. Потому что в месяц Рамадан мусульмане стараются простить друг друга, стараются помочь друг другу, навестить, делают подарки, стараются не злословить о других мусульманах, стараются делать хорошие намерения. И в этом месяце стараются делать больше поклонения, делать дополнительные намазы, такие как таравих намаз, стараются больше давать милостыню, закат, помогать нуждающимся. И, конечно же, это влияет на духовный рост и на внутреннее обогащение человека. Второе – это польза для физического тела. Ни для кого не секрет, что наука и медицина давно уже доказала о пользе поста. И все мы знаем, что во время месяца Рамадан отдыхает пищеварительная система, нервная система, улучшается метаболизм, сокращается уровень инсулина и сахара в крови, повышается кровообращение, снижается повышенное давление и очень много других польз для организма. Также в этот месяц мусульмане стараются воздержаться от вредных привычек, таких как курение, алкоголь. И многие даже после месяца Рамадана всегда избавляются от этих негативных привычек. И третье – это, конечно же, самоконтроль, дисциплина и закаление характера человека. Поскольку в этом месяце человек воздерживается от того, что он делал в обычное время, он воздерживается от еды и питья, даже если он голодный и хочет пить. Он встает очень рано, встает в одиночек, который он, возможно, в другое время не мог вставать для тахаджуда или для другого поклонения. То есть у него закаляется характер, у него появляется самоконтроль, дисциплина, что в будущем тоже положительно влияет на формирование характера, силу воли и для достижения поставленных целей. Ну, конечно же, где-то в ролике невозможно рассказать о всей пользе поста. Мы будем стараться в следующих видео раскрывать, более подробно останавливаться и рассказывать побольше о пользе поста. Оставайтесь с нами. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.